Аял Акимов, основатель чайного клуба «Отшельник». Окончил Якутский технологический колледж сервиса по специальности коммерсант с углубленной подготовкой. Прошел службу в армии. Затем окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности экономист в сфере нефтегазовой отрасли. Чайный клуб основал 4 года назад. За это время в клубе выступили известные яркие якутяне и гости республики, а сам клуб посетило более 4000 человек. Наш герой считает, что чаепитие объединяет, сближает, создает особую атмосферу дружелюбия. Сегодня клуб известен не только в Якутии, но и по всему Дальнему Востоку и в других регионах России. Аял, добрый день. Добрый день. Какие новости у тебя сейчас? Все замечательно. Все идет своим чередом, потихонечку. Как пришла вот эта вся идея? Очень долгая история, если вкратце, то это произошло в результате, скажем так, духовного поиска. У каждого человека, да, в определенный момент жизни наступает такой момент, когда он начинает задаваться вопросами: кто я, что я, зачем я, да, и меня эти вопросы не обошли стороной, и наступил такой момент, когда мне захотелось вообще понять и как-то вот поставить точки над «и». И, соответственно, где-то в 2017 году началось такой период поиска. И в тот период так получилось, что я поехал работать в Китай. И, будучи в Китае, более так глубоко, детально начал знакомиться с чайной культурой. Начал практиковать, начал это дело изучать. И в какой-то момент заметил, что вот эта вот чайная культура, чай сам как напиток, да, начал оказывать на меня благотворное влияние. И мне захотелось вот этим полученным знанием поделиться с окружающим миром, чтобы как можно больше людей вовлечь. Не сколько к культуре, наверное, я чай использую как инструмент, получается, да? Это инструмент коммуникации. И вокруг чая, вокруг чайной такой атмосферы создается такая вот интересная такая обстановка, в которой человек начинает раскрываться изнутри, и между людьми возникают какие-то доверительные отношения, да? И на этой почве происходит очень интересное взаимодействие между людьми. В тот кризисный момент, казалось бы, за плечами у тебя среднее образование, потом высшее образование экономическое, семья, да, работа в Китае. Это от хорошей жизни случился кризис? Или в какой момент пришло осознание, что что-то не так? На самом деле, это чувство преследовало меня с далекого детства. Да, я сколько себя помню, я не знал, куда я хочу поступить, кем я хочу стать, кем я хочу работать и так далее, да. И жизнь шла по накатанной схеме. Ну, то есть государственный строй, который предлагает те или иные сценарии, да, жизненные. Ну, то есть там детсад, школа, среднее образование, армия, там, университет, стабильная работа и так далее. Все это у меня к 25 где-то примерно годам было. Да, получается, у меня там аттестат, диплом о среднем образовании, там, военный билет, высшее образование, трудовая книжка. Весь вот этот полный комплект документов у меня есть, но внутри пусто. И как-то вот мне захотелось узнать, почему там пусто, и захотелось чем-то наполнить. Ну вот, собственно, это и стало, наверное, ключевым фактором, когда вот наступил период внутреннего погружения, самокопания, и вот, собственно, в этот период все вот это дело зародилось. Вылилось. Но начинать что-то новое и собирать вокруг себя других людей сложно. Да? Как ты переступил, будучи, ты же интроверт по натуре, да, сразу на контакт не идешь, и как ты начал вот этот свой проект? Очень интересный тоже момент был, получается, да, вот это вот внутреннее погружение, оно продлилось на долгих 3 года. Ну, относительно 3 долгих, наверное, да, кто-то там, для кого-то больше времени требуется, кому-то меньше. И вот, будучи в этом состоянии, я действительно контактировал с очень малым количеством людей. Только вот с родными, там, с близкими, да, и
очень сузился круг общения вообще в целом, да, и потом, когда вот это чувство рвения, оно уже созрело и начало проситься наружу, я начал думать, как вот это все вообще можно организовать, да. Есть вот чайная культура, которой много веков, тысяч лет, да, своя история, традиция. И есть вот мы, народ Якутии, и как вот эти два понятия можно соединить, да. Сижу, думаю, потом такой анализ идет, да. Ну вот я здесь родился на этой земле, я душу этим воздухом, я взаимодействую с этими людьми. На меня эта культура повлияла положительно, на меня это сработало. А почему на других не должно сработать? Значит, должен быть какой-то способ это сделать, да? Начал думать, и пришла довольно-таки простая идея организовать это вот в природном формате. Потому что мы, якутяне, очень близки к природе, мы любим взаимодействовать с природой, поэтому подумал, что такой формат будет весьма кстати. И начал искать людей, которые могли бы под этот формат попасть, да, и вот поделился своей идеей. Да я прошел, вообще никого нет, я не знаю, кого подключить вообще к этой теме, да. Потом нашел один номер парня, с которым мы познакомились год назад на дне рождения нашего общего друга. Вот мы там один раз с ним пересекались, пообщались, там, он мне показался интересным человеком. И вот я решил написать ему. Говорю, так-то, у меня такая идея. Он поддержал. Говорит, давай встретимся, обсудим. Встретились, обговорили, обсудили. Ну и все, начали потом поиск людей. И поиск начали искать через соцсети. Выборочно, там, через хэштеги там, и так далее. Там, люди, которые могли бы попасть там, под этот формат, да, начали искать. И таким образом в самый первый раз нас собралось 4 человека. 4 человека нас было. Мы пошли в лес. Просто, вот, если представить картину, да, разгар пандемии, все друг друга боятся, все в масках, в перчатках. И тебе в личные сообщения приходит уведомление такое, да? Там, вот мы идем в лес, варим чай, давайте знакомиться. Короче, и главный критерий это должно быть то, что люди друг с другом не должны быть знакомы. Типа, чтобы человек мог познакомиться с другими людьми, узнать что-то новое, да? Ну вот когда мы со знакомыми куда-то ходим, у нас все равно круг ограничивается, да, между вот, там, двумя людьми, допустим. А когда ты в незнакомую среду приходишь, у тебя уже вот, открытый мир получается, да. И вот, нас 4 человека собралось, и с тех пор, вообще вот самый первый раз, когда вот этот формат мы провели, я тогда почувствовал, что в этом есть очень большой потенциал, то, что это может перерасти в нечто такое уникальное, большое, глобальное, да, и первый раз нас 4 человека собрало, следующий раз нас 5 стало, потом 10, 20. У любого проекта бывают сложности. Вот, когда человек что-то начинает, если что-то такое большое, ощутимое, влияющее на чьи-то судьбы и произрастает, да, что-то начинает мешать. Были ли такие моменты, когда что-то там не получалось, рушилось, не поддерживали, да? Испытывали тебя, получается? Это совершенно соглашусь, когда ты преследуешь какой-то глобальной цели большой, обязательно на пути приходят какие-то препятствия, такие проверки, скажем так, да? Действительно ли ты хочешь этого, да? Действительно хочет делать то, о чем он говорит, или это маска какая-то, да? И какие-то испытания приходят. И я не стал исключением. В первый год вообще все очень стремительно развивалось, да? Потому что это новое. Все-таки, когда какое-то новшество приходит... А у нас любят все новое. Да, все новое у нас любят, тем более у нас, да? И все очень гладко, все очень как-то вот люди друг с другом как-то так очень органично так пересекались, возникали какие-то новые проекты, там, знакомства и так далее. И в первое время я очень удивлялся вообще, как это происходит, как это работает, да. Потом это как-то стало в порядке вещей. И вот год прошел, получается, и наступил такой большой, такой мини-кризисный момент, наверное, да, когда
обрушивается шквал мыслей и начинает тебя крутить в этой мясорубке, да? И разные вопросы, там, зачем ты это делаешь, для кого, кому ты что хочешь доказать, там, и так далее. И Тем более коммерческой выгоды нет. да, это вот когда только начинаешь, да, там о коммерческой вообще речи никакой не идет, да. И потом как-то там пообщался с людьми там, и так далее. Ну и в какой-то момент вот эта пустота, она утихомирилась, и пришло ощущение, что начали силы вновь наполнять. И после этого произошли очень такие глобальные тоже события, очень много людей было в нем подключено. И в тот момент я понял, что вот когда наступает вот этот внутренний кризис, опустошение, хандра, да, когда тебе ничего не хочется делать, когда тебе просто хочется смотреть в одну точку, лежать и ничего не делать, это говорит о том, что на данном уровне тебе стало тесно и назревает переход на следующий уровень. Ну, это вот лично мое видение, да, это исходя из личного опыта. И действительно, после этого, когда я ловлю такое состояние, я не впадаю в хандру, как я мог это сделать раньше, допустим, да, а я потеряю ладони. Ага, значит, за этим что-то последует. И так действительно происходит. Я вот жду некоторое время, и вот за этим состоянием обязательно что-то, вот, какие-то новые изменения происходят. И вот крайний раз прошлым летом было, и да, тоже интересные события после этого произошли. Сейчас везде говорят о силе мысли. Да? Вот, ты привел очень хороший пример о том, что если раньше поддавался да, не очень хорошим мыслям, да, унынию, грусти, одиночеству да, где-то, то сейчас потираешь ладони, да? Потираешь ладони, ждешь что-то хорошее, и наоборот обращаешь свои мысли в позитивное русло. Вот насколько это правда, да? Применима ли в других действиях вот эта сила мысли, и говорили ли вы на своей площадке на эту тему? О силе мысли мы говорим постоянно, потому что наша жизнь — это одни сплошные мысли. Да, и то, о чем мы думаем, то мы и притягиваем. Но это очень заезженная фраза на самом деле. Люди это везде слышат, везде читают, но не каждый это вот через себя пропускает и понимает действительно, как это работает. Да? Я имею практику постоянно благодарить всему то, что происходит, всем людям, которые приходят, всем обстоятельствам, всем каким-то даже негативным моментом, да, потому что это часть пути, без которого вот эта вот твоя целостность, она не может быть. Да? Ну, то есть то, что не получается, оно в конечном итоге приводит к тому, что вот здесь оно получится. Да? И насчет мыслей очень важно сейчас уметь фильтровать поступающую информацию, потому что мы сейчас живем в век, когда очень много информации из очень разных источников поступает. И зачастую это качество информации, оно бывает ненужным для человека. Да? Просто там неправда, либо там вообще ненужные какие-то бесполезные вещи, которые заполняют нашу память, засоряют и не дают сосредоточиться на действительно важных вещах. И как раз-таки вот, чтобы с целью разгрузки наполнившейся головы мыслями, да, мы вот как раз-таки, у нас есть природный формат, чайный трип называется, да, и когда мы выходим на природу, мы основную концентрацию делаем именно на внутреннее свое ощущение. Мы стараемся по минимуму друг с другом коммуницировать в плане того, чтобы там все время общаться, да. Допустим, когда мы идем, стараемся идти молча, чтобы каждый человек, когда идет, ты же, когда идешь по природе, ты входишь в некое такое медитативное состояние. И вот те мысли, которые в условиях городской среды, они как молекулы там, да, друг бьются, хаотично маячатся. Когда ты выходишь на природу, они останавливаются и начинают концентрироваться на одном месте и становиться по местам своим. Да? И это очень важно, уметь разгружать голову, потому что не все мысли, которые там обитают, они способствуют нашему дальнейшему развитию. Поэтому это надо
контроль брать над этим, я считаю. А суть тогда командного похода в чем заключается? Можно же и тогда одному В отправиться? одиночку, да. Это нужно вообще в одиночку ходить, потому что когда ты один, ты на других никого не отвлекаешься. Лично я сам начинал так, когда я ходил очень много, но много людей, которые вот много лет живут в городе, они не могут просто взять и сразу уйти в лес одни. И как раз-таки этот формат, он как переходный этап между тем, что вот человек сам в одиночку начнет ходить по природе, взаимодействовать с природой, да? Вот такие такие групповые. И ну, там создается тоже такая интересная атмосфера, когда человек может как бы вот, ну, с доверием относиться вообще ко всему, что происходит. Получается, ты знакомишь с техникой, погружаешь их в это состояние, Да. рассказываешь, что нужно делать, чтобы они потом уже отправились сами. Да. Да, совершенно верно. Ты также очень часто испытываешь себя. Недавно прочитала и узнала информацию о том, что с 20 тысячами ты отправился в путешествие по России. Как Да, тебя было. приняли города? Было ли приключение приключением, либо же действительно тебя ждали в этих городах и не было проблем и казусов? Очень интересное получилось путешествие в целом. Изначально оно созрело в конце 2020 года, когда вот у нас эта чайная история началась. В конце года у меня внутри возникло такое большое желание поехать по России, посетить чайные места, познакомиться с людьми, которые продвигают чайную культуру, да, обменяться опытом и вот эти вот полученные знания по приезду сюда внедрить здесь для дальнейшего развития чайной культуры у нас в Якутии, да. И в 2020 году, в конце, вот перед Новым годом, у меня прям чемоданное настроение, я там уже собрал необходимые вещи, там светоотражающие какие-то повязки и так далее. И уже был готов, сидел на низком старте, но ряд определенных событий подтолкнул к тому, что мне пришлось остаться и оставить этот вопрос открытым. И так в течение года я работал, двигался, и потом год спустя, в конце 2021 года, у меня вот это желание вновь возникло и дало о себе знать. Все, на этот раз ты едешь точно. И да, действительно, у меня на тот момент в кармане было 20 тысяч. Я не думал о том, как за 20 тысяч можно туда поехать. Я просто знаю то, что мне нужно туда ехать, и все. А что, как там будет, это уже история, да? На чистом, полном доверии так поехал. И ну, первый раз хотел поехать автостопом, но потом я поразмышлял, все-таки там январь месяц, Якутия, да, у нас не такой большой автомобильный трафик, поэтому решил все-таки по железной дороге поехать. И первый мой запланированный пункт был поселок Чульман в Деревне-Гримском районе. Там тоже ребята вот небольшим кругом продвигают чайную культуру. Это было единственное место, куда я целенаправленно поехал. Взял билет на ЖДА, и все, получается, я к ним приехал. В обед мы сидим с ними, чай пьем. Я тогда в социальной сети у себя написал то, что вот я начинаю путешествие, и там под хэштегом «Путешествие по чайным местам России». Да? И там есть люди, которые вот наблюдали вообще за развитием нашего сообщества. И вот я, значит, сижу в Чульмане, и мне приходит сообщение из Северобайкальска, первое мне пишет. Это вот с Бурятии. О, чайный путешественник, приезжайте к нам, будем рады встретить. Я сижу, тут же захожу на сайт ЖДА, покупаю билет и тем же вечером еду в Северобайкальск. Да? Там же, сидя в Чульмане, ко мне приходит сообщение из Челябинской области. Говорят: о, чайный человек, будете у нас в Южном Урале, милости просим, приезжайте. Приеду завтра. Да, на заметку взял. Ну, на Урале, конечно, я позже был чуть. И вот, значит, вечером сажусь в поезд и еду в Северобайкальск. Это уже чайная волна. Я уже на нее сел, как серферы садятся на волну. Также я на чайную волну сажусь и начал вот так по разным городам ехать. И везде, куда бы я ни приехал, везде вот с распростертыми объятиями. Дорогой путник, заходи, садись. И как-то очень интересно все это работает, когда ты
не допускаешь, опять-таки, говоря о мыслях, да, какие-то негативные мысли, то, что а вдруг не получится, а вдруг это, а вдруг пятое, десятое, да. Ты просто знаешь и внутри убежден, то, что вот это все самым наилучшим образом произойдет. И так за 2,5 месяца объехал всю Россию. И по истечению путешествия тоже с огромным багажом опыта приехал сюда. И это мне тоже дало большой импульс для дальнейшего развития культуры чайной у нас здесь, в Якутии. На твоей площадке было очень много известных персон, туристов, которые приезжают в Якутию, влюбляются в Якутию. Вот буквально сегодня тоже будет встреча у тебя с одним из гостей республики. Кто из гостей оставил прям неизгладимое впечатление и дал вот какое-то озарение, открытие для тебя лично? Вообще изначально, да, когда я вот эту всю историю создавал, я основной упор делаю на создание атмосферы. Создание атмосферы, в котором люди, находясь в этом пространстве, могли бы максимально качественно друг с другом взаимодействовать. Я постоянно, получается, в действии. Как модератор? Да, как хожу, там, наливаю чай. Я как бы есть, но меня нет там. Я не принимаю участие как таковой в обсуждении, в беседах, да. Я как тень, можно сказать. И делаю свои дела, там, завариваю чай и впитываю информацию, вот, как бы о чем люди разговаривают, как хожу, губка впитываю, да, и как бы zip файлами ко мне вот архивируешь. Да. И в нужный момент я могу там распаковать и там нужную информацию для себя почерпнуть, да. И очень сложно вот кого-то вот прям выделить, чтобы вот так вот было. Потому что каждый человек, он уникален. Как бы это банально не звучало, но это действительно так. И есть встречи, которые прям до последнего ты не хочешь расходиться. Это вот самая сложная часть наших общих мероприятий, да, когда мы собираемся, это расход обычно бывает. И вот от каждого гостя, от каждого человека, который вот что-то рассказывает, ты что-то для себя черпаешь. И вот как-то вот кого-то вот так определенно выделить, я, честно, затрудняюсь. Ну, например, после чьей встречи не хотелось расходиться? Очень долго мы разговаривали с Анатолием Бурнашовым, с нашим артистом эстрады, который сейчас организовал сеть школ для мальчиков, для девочек, детский сад, да. И мы с ним вот до 2 часов прям просидели ночи. И потом еще расходились, мы на пороге еще где-то полчаса простояли там, пока мы расходились. Очень интересная прошла беседа, да. Вот в последнее время вот эта встреча, наверное, запомнилась. А есть проекты, которые ты хочешь реализовать еще параллельно с чайной беседой или, наоборот, перерасти в нечто что-то большее? У меня есть большая мечта организовать такой чайный дом большой, в котором могло бы быть пространство для чаепитий, да? Как в формате кафе, там, магазинчик, кто интересуется принадлежностями такими, да? Зал для практики или там, для каких-то встреч, там, для каких-то церемоний и так далее. Ну и такое пространство, где вот небольшим кругом тоже можно было бы там обсуждать какие-то идеи и так далее. Вот такой вот, это моя большая мечта, ближайшая. Вот к этому я стремлюсь. В чайных беседах сколько человек работает или ты один работаешь? Я один в основном, но есть вот люди, которые помогают там разносить чаи и так далее. Какой самый главный ты урок извлек, организовывая вот такие мероприятия? Какую мудрость ты хочешь транслировать? Самая глобальная, наверное, задача моя — это воспитать общество, основанное на принципах взаимодоверия, взаимопонимания и взаимоподдержки. Чтобы, основываясь на этих принципах, люди, взаимодействуя друг с другом, в конечном итоге могли прийти к пониманию то, что такое отношение необходимо применять к природе, к нашему первоисточнику.
откуда мы все вышли, откуда мы все появились, и с которым мы, к большому сожалению, в процессе развития общества начинаем утрачивать с ним связь и становимся все дальше и дальше. Ты изменился, каким был 25 лет и сейчас? 180 градусов. Спасибо тебе, Аял, за твою историю, за твою мотивацию. Надеюсь, она будет применима для наших телезрителей. Возможно, кто-то действительно задается вопросами, мечется и ищет тоже свой ответ. И очень надеюсь, что твои советы помогут найти им свой путь, что важно найти любимое дело и вдохновлять этим делом, своей любовью и других. Благодарю.